Это место, наверное, как раз таки характеризует нашу память, наше отношение вообще к памяти, потому что в 1993 году было выделено 3 гектара для строительства комплекса, мемориального комплекса, но так как к строительству был установлен только камень и к строительству не приступили общественные организации, мэрия забрала этот участок назад и раздала бизнесменам. Я думаю, эта история еще не закончилась. Я не считаю, что проиграли или еще что-то, потому что проигрывает в целом целый народ, да. Ну, мне кажется, здесь, даже если вы не верите там в предков, духов, там, я не знаю, каргыш там, или еще что-то, само по себе ценности здесь играют роль, да. Какие ценности превалируют там, такие духовные или материальные, да. К сожалению, сейчас время материальных ценностей, но, надеюсь, изменится, да, и я думаю, время не просто так меняется, его меняют люди, да, и я надеюсь, мы одни из таких людей. Очень часто сюда водят школьников, студентов, и как-то я один раз стояла, слушала, 2 мальчиков, они смотрели на этот барельеф, и один другого спрашивает: «Булары мне джуду отшат». Почему он так задает этот вопрос? Отсутствие логики связано с тем, что здесь представлена только одна сторона конфликта. Здесь только страдающие, здесь только те, кто возмущен. И непонятно, почему это происходит. Да. Дело в том, что в 2016 году, вы понимаете контекст, при открытии этого мемориала участвовали как бы высшие чиновники и руководители, в том числе и Российской Федерации. И, видимо, из-за этой политкорректности отсюда был изъян очень важный фактор трагедии. Те люди, из-за которых эта трагедия произошла. Поэтому мы видим только одну ее часть, и она довольно непонятная, да? Вот эта вторая часть барельефа, она также показывает определенные страдания, но если там такая активная фаза, мужчины возмущенные, да, здесь мы видим в основном женщин, детей, стариков, которые также страдают, но обобщая 2 эти барельефа, мы не видим логику, мы не понимаем, из-за чего эти люди страдают. Здесь одна сторона конфликта, как я уже сказала, и мы видим, что здесь какая-то изображена трагедия, но какая и из-за чего непонятно. Я хочу вас отослать к той барельефам 1937-1938 года. Помните, я вам показывала? Там есть жертвы и там есть палачи. Там в любом конфликте всегда как минимум 2 стороны. Да? Здесь одна сторона конфликта изъята. Логика уже непонятна. И этот мальчик говорит, смотрит, дети смотрят, как устами младенца, да? И он говорит: «Буларемне джуду отшат». Он не понимает, что здесь происходит. Таким образом, вот эти 2 барельефа, они нам демонстрируют некий конфликт, в котором отсутствует логика. Но апогеем всей этой логики конструирования памяти по 2016 году является вот этот вот барельеф. Он очень интересный в том плане, что я напомню вам, что здесь речь идет о событиях 1916 года. И мы здесь, какие артефакты мы здесь видим? Обратите внимание, с правой стороны мы видим дочь советской Киргизии. Изображение девушки, напоминающей, отсылающей к дочери советской Киргизии. Дочь советской Киргизии в каком году была изображена? В 1949 году. Да, но здесь события о 16 году. Причем здесь дочь советской Киргизии, это как бы вопрос остается, да? Обратите внимание, здесь изображена лампочка Ильича.
Если вы помните историю, то лампочка Ильича, она символизировала такой приход цивилизации в Центральную Азию, в Кыргызстан, на территорию Кыргызстана в частности. Но если мы говорим про 16-й год, это очень как бы условный артефакт. Мы видим поющих акынов, мы видим трактор. В каком году трактор появился на территории Кыргызстана? Да, ну первый трактор официально, да, там 30 какой-то год, по всяком случае, тот, который мы видим. В любом случае, я хочу сказать, что вот эта вот триумфальная часть барельефов, она тоже мало логична, потому что задается вопрос. Речь идет о национальной травме, причем здесь этот триумф, причем здесь артефакты, связанные с каким-то советским модерном, да, с какими-то такими вещами, очень сложно понять. О чем я хочу вам сказать? Я хочу сказать, что когда мы конструируем память, когда память конструирует официальная часть, разные люди, мы всегда ее интерпретируем. Но надо понимать, что за любой интерпретацией идет понимание того, как эту память будут фиксировать другие люди. Что об этом будут знать дети, как они, следующее поколение. И соответствует ли эта картина реальности и тем событиям 16-го года, о которых мы хотим сказать. Бияқта карательный өч алуучу отрядтар, бул жакта болсо биздин мынакей жетим жесир, ушу караңыздар, кичинекей балдар дуа кылып атат, Алладан суранып, өлүп аткандар мына көрүп атасыздар, аксакалдар токтоткула деп атат. Мына ушундай эстеликти аксакал колун көтөрүп турат, Кудайга жалынып, мына ушунун баарын элестетип биздин кийинки муундарга эстелик болсун, ошолор эстеп калсын. Ошону тарых изилдөөчүлөр чындыкты чындай, жалганын жашырундарын ачып берели деп ошол убакта чыккан эстеликтердин бир көрүнүшү. Айгыр менен атамды арык болду кайран эл, өлгөн жерде териси чарык болду кайран эл. Алды шаар элдерин карып болду кайран эл. Үркүндүн 75 жылдыгы болгондо 1990-жылдары Ашар уюму, ошол убактагы Кыргызстандагы демократиялык кыймылдар биринчи жолу бул жака жөө жүрүш кылышканда, Үркүндүн курмандыктарын эскеришкенде бул жакты корушуп, ошол жактагы мүрзөлөрдү коруп коюшкан экен. Андан бери кийинчерээк, андан кийин Үркүндүн 100 жылдыгына арналып бул мемориал эстелик тургузулган. Бул жактагы адамдар эми образды түрдө 40 деп аталган менен андан да ашык адамдардын сөөктөрү жатат. Бул жакта биздин чоң энелерибиздин аталары, биздин чоң аталарыбыздын дагы көрүстөндөрү ушу Үркүндүн курмандыктары болгон ушул жерде жатат. Үйгө жыйган төшөнчү жүгүн сатты кайран эл, жасай турган шорода